Открывая юбилейный съезд, председатель партии «Народный фронт Абхазии» Лаша Сакани отметил, что прошедшие годы стали этапом становления движения. В своем выступлении он обозначил приоритеты работы на ближайшее время. Среди них развитие экономики, поддержка молодежи и ветеранов, а также укрепление международных связей. Эта дата не просто символ времени, это рубеж зрелости, итог большой и честной работы, и вместе с тем начало нового этапа жизни нашей партии и всей страны. Все эти годы партия ставила перед собой единую, неизменную задачу – обеспечение стабильного развития Республики Абхазия, укрепление ее международных позиций и поступательное движение вперед в экономике, культуре и социальной сфере. Как основатель и председатель партии я убежден, эти цели впредь останутся основным вектором нашей политической деятельности. Мы начинали как молодые управленцы, искренне веря в идею служения Родине. С каждым годом мы становились сильнее, опытнее и увереннее. В ходе съезда была представлена обновленная программа партии, подготовленная абхазскими и российскими экспертами. Среди основных направлений – развитие инноваций, образования, туризма и предпринимательства. Сосредоточено на приоритетных направлениях: культура, экология, здравоохранение, социально ориентированное предпринимательство, а также программы для детей и молодежи. Наш главный приоритет, на мой взгляд, компетентные кадры. Мы привыкли гордиться своим богатством, землей, природными ресурсами, многонациональной культурой и образованностью наций. Это действительно есть. Но только этого недостойно, мало для развивающегося государства. Пусть Абхазия сегодня не признана многими, но имеет огромный потенциал. Сегодня мы не можем полноценно влиять на международные процессы, зато у нас есть время и силы на самих себя, на развитие и взращивание профессиональных кадров во всех жизненно важных направлениях и всевозможных улучшений государственного потенциала, которые смогут продвинуть нашу Родину, в том числе на международной арене. Особое внимание участники уделили вопросам сотрудничества с Российской Федерацией. По словам вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, взаимодействие между странами продолжается в сферах образования, технологий и общественных инициатив. Он также сообщил, что партии «Народный фронт Абхазии» и «Новые люди» планируют заключить соглашение о сотрудничестве и партнерстве на съезде в Москве в январе 2026 года. Прежде всего хочу поздравить с такой большой датой, 10 лет. Нашей партии всего 5 лет, но тем не менее я вижу, как меняется программа. Сегодня я это еще раз отметил. Наши программы созвучны. Все, что касается искусственного интеллекта, роботизации, обучения, образования, это то, что нужно нашим странам. А отношения между нашими странами улучшаются из года в год. Такую динамику придают наши президенты наших стран, парламенты наших стран. Мы стараемся также поддерживать эту динамику. Ну а мы на уровне партий обмениваться опытом. Опыт большой есть в Абхазии, есть опыт большой в России. И вот многие темы, например, работа с молодежью, образование, инновация, это все то, что поможет нашим странам быть уверенно смотреть в будущее. И поэтому позвольте поздравить всех вас еще раз с десятилетием. В числе планов партии участие в муниципальных выборах. От Народного фронта Абхазии зарегистрировано 4 кандидата в разных районах республики. Наша партия выдвигает 4 кандидатов на местное самоуправление, выборы, которые будут проходить 8 ноября. Это в Гагринском районе Борис Русланович Биня, это Гудоводский район, Новый Афон, город Дарья Астанда Алексеевна, это Ачемчийский район Давид Николаевич Ахува и Тмачильский район Харчевала Георгий Вахтангович. А это вот наши ребята, которых мы абсолютно всецело поддерживаем, члены нашей партии, и я, конечно, поддерживаю, и вся наша партия поддерживает тех кандидатов, которые выдвигает команда Абхазии, команда нашего президента. И всем спасибо большое.
Съезд завершился обсуждением планов дальнейшей работы и предложений, представленных в новой программе. Организаторы подчеркнули, что партия намерена продолжить реализацию социальных и экономических инициатив, нацеленных на развитие страны. Заур Кварча, Владимир Капуза, Абазатова.